Привет, друзья! Сегодня я вам представляю двух таких красавчиков, настоящих якутских, самых аутистичных ножей мира. Насчет аутистичности никто не спорит, все согласны. Ну что ж, посмотрим поближе. Это бычий хвост. Бычий хвост, никаких швов, все гладенько, все аккуратненько. А это конский волос, который не поддается ультрафиолету, значит, она служит очень долго, можно сказать, вечно. Чисто традиционный якутский нож. Вот, кап березы. Березы, уникальная расцветка, такая округленность, чтобы при ударе удобно было, чтобы не болела ладонь. Открывается оно таким способом. Вот так вот. Смотрим дальше. Такой кап березы, который растет только в Якутии, и то в нескольких районах центральных и центральных и заречных районах. Металл у нас Х-12, кованый дол, клеймо мастера. Нож по заказу клиента грудастый, чтобы режущая кромка была чуть длиннее. Так, тут потоньше, тут чуть-чуть пошире получилось. Тут 3,2, тут 3,4 где-то. А длина клинка 12. Вот такой вот красавчик. Уникальность якутского ножа. Универсальность. Держится вот так. Очень удобно. Работается при разделке туши на дереве. Консервную банку открывает спокойно. После этого можно использовать спокойно. Такой уникальный нож. Как поработали. Почистили лезвие. И засунули обратно. Вот. Не дребезжит и не капает. Это очень важно. Когда охотники знают, когда оно висит на ремне, все время ударяется, звук не должен, чужой звук не должен отзвучать, что для этого и делается вот так. Все притык, все аккуратненько. Вот такой светлый вариант. Теперь представляю вам темный вариант. Ну, о вкусах не спорят. Все то же самое. Конский волос, бычий хвост. Вот такой более широкий. Почему широкий? Потому что нож по сути легкий. Бычьим хвостом он плавает. Не тонет, не держится вот так, а просто так. Можете посмотреть на канале, он плавает. Вот. Обратите внимание на стыки. Стык аккуратный. Нету там дырочек, изъянов. Поэтому там грязь, пыль не входит. Ну, некоторая влажность тоже она удерживает. Такой вот красивейший ножик. Это кап березы, пропитанный. Открываем таким же способом и слышим такой звук. Вот. Обращаю ваше внимание на рукоять.
Рукоять это не пропитка, не краска, не акрил. Настоящие технологии старины. Так что не буду раскрывать все карты. Оно, как говорится, не исчезнет. Не побелеет и не исчезнет. Так будет он всегда. Так, металл та же самая Х-12. Тоненький. Очень острый. Кованый дол. Клеймо мастера. Нож с клеймом, нож без клейма это не нож, а клеймо мастера это гарантия, что этот нож, не дай бог, затупится быстро или сломается. Но благодаря этому клеймку, клейму, можете обратиться. И мастер делает все бесплатно, с гарантией. Честно я вам говорю, как сам мастер. Вот такой вот красавчик. Можете заказывать. Тоже рукоять ложится очень хорошо. Удобно. Ну, ножевики, те, которые приобрели у меня, покупали на аукционах, участвовали. Покупали один раз, и они не останавливаются. Берут третий, четвертый раз. Да еще будут брать. Дарят друзьям, товарищам, советуют. Почему? Потому что знают, что настоящий якутский нож это самый хороший нож. Вот и все. То же самое, обратите внимание, округленность при ударе, чтобы кость, ладонь при холоде не было тут больно, ладонь не прокраснела. Все было для удобства сделано. Таким же образом, тут деревяшка вставлена внутри. Некоторые жалуются, что тут не окрашено, то все. На самом деле так и должен быть. Вот и все. Не дребезжит и не капает. Пожалуйста, можете заказывать. Мастер вам все огласит, и сумму, и время. По возможности позвоните, пишите в WhatsApp, подпишите, ставьте лайки. Якутские ножи от Бурдыка.